Поэтому первый шаг из этих 10 шагов, которые помогают вам добиться успеха в богатстве, это причина. У вас должна быть сильная причина, которая не дает покоя день и ночь. И вы как батарейка Duracell внутри вас сидит. У вас должно быть много энергии. Вот я понял, что ваша энергия где находится? Знаете где? Не в кулаке, вон тут. Кто из вас заметил, что когда у вас в голове какая-то классная идея есть, или какое-то видение, вы такой бодрый, вы такой энергичный, вы стараетесь, бегаете, что-то делать. Кто из вас заметил хоть разу? Видите? Поэтому постоянно обновляйте себя, постоянно читайте. Давайте делаем так. 1 час каждое утро займитесь созданием себя. Называйте его час прорыва, час вдохновения, как угодно. Каждое утро, как мышцы тренируют спортсмен, вы тренируете свои мозги. Каждое утро, 1 час, просто читайте. И я могу гарантию давать, что человек, который каждый день 1 час читает, он через полгода на 30-50% будет эффективнее, чем его окружение. А через года 3, на 1000% будут эффективнее, чем тот, кто это не делал. По сравнению с своей, с кем он начинал с одного точка. Но когда я говорю, читайте книги, я не имею в виду, что всю жизнь читайте Самак и Айор. Потому что наш народ умеет стихи читать только. Не вникает в них. Если хотя бы в них вникли, было вообще супер. Я читаю Газалету Хафиз, или вот Бедил, или там Саади, или Камоль Худжанди. Знаете, один газаль, целый тренинг. Если ты вникаешь. Но у нас используют их только когда водку пьют, или когда там свадьба, там тост говорят. Все. В одном свадьбе побывал, я до сих пор это никогда не забуду. Я же давно не бываю в этих свадьбах. Это было несколько лет назад. Был в одном свадьбе. Вот это ведущий такие стихи сказал. Да у меня слезы. Сижу, сплачу. Вот верите ли, например, Хафизо Широзио, Талим Мадех Бадзодро. Бадзод агар доношава санге занад устодро. این میدونید چقدر بقوچین چی ادل مشاف غمگین از غوغای غریبان غوغای سگان کم نکنه رزق گدارا تو زیغ نشاف که کس تو به شانس نمیتید تو زیغ نشاف که کس تو ره نمیتید غوغای سگان کم نکنه رزق گدارا بفهمه کی فهمی مضمونش و همه بسیار سخنای خوب است که در همه غزل توش когда это читаю, я плачу, действительно, потому что настолько умно сказано. Один газел, один целый тренинг. Я помню, вот это ведущий начал читать и так далее, и так далее. Одаме одам набинад, а с куджо одам шават. Вы подумайте на минуточку. Значит, единственный способ стать человеком, хоть разу сидеть, вставать рядом с мудрым человеком. Это единственный шанс. Другого шанса, оказывается, не бывает. Когда я заметил, вот так, знаете, я не актер. Меня заставил Мухуддин, чтобы я сам играл свою роль. Но когда начал играть профессиональными актерами, я заметил, что я стал лучшим актером. Я свою собственную роль играл по-другому. А знаете почему? Когда вы работаете профессионалами, вы станете профессионалом. Видите? Одаме одам набина, а с куджо одам шават. Так? По-другому он не может стать человеком. Потому что он свое время провел непонятно с кем. Это настолько мудро. Знаете, вот было в одном свадьбе, этот парень такие вещи говорит. Да, я сижу, плачу, потому что, знаете, внутри у меня такой шандрах. А потом, когда они какой-то прерыв был, побежал к нему, чтобы поздороваться с ним. Потом немножко с ним общался. У него сознание вон там. Я реально сначала не понял. У меня ощущение, что диктофоном разговариваю. Потому что он не живет с этими вещами. Он их просто изучает, что на свадьбе рассказать. Потому что, когда ты этими вещами живешь,
Когда рот откроешь, внутри тебя, знаете, такая свет, такая внутри тебя теплота. Человек, который живет с мудростями, он другой. По сравнению с человеком, который умный. Умный человек зубрирует все. Он сам не станет этим. А мудрый человек с этим живет. Это два разные вещи. Умный учится эти вещи, чтобы где-то рассказать и кому-то доказать, или кому, не знаю, какой-то дипломе получать. А вот мудрый человек эти вещи учит, чтобы просто жить так, свою жизнь сделать богатее, себя изменить, самому стать этим. Поверьте, когда ты читаешь, хотя бы вот это газалеты, когда читаешь и живешь, они очень сильно меняют сознание, очень сильно. Поэтому, пожалуйста, каждый день 1 час работайте над собой, но делайте эти вещи. Если вы хотите стать богатым и успешным, читайте о богатстве и успехе. Если вы хотите стать, не знаю, там, футболистом, тогда изучайте футбол. Тайсона спросили в Украине недавно. Я его интервью в Ютубе посмотрел. Можете посмотреть, там интервью Тайсона, Майкл Тайсон. И он нас спрашивает, как ты стал таким мировым легендом? И он говорит, вы знаете, единственный способ стать мировым чемпионом в любой сфере жизни, тебе придется этому посвятить всю свою жизнь. По-другому невозможно. Если вы решили стать лучшим, тогда этому надо посвятить всю свою жизнь. По-другому никак. Поэтому первая это причина. Второе, что вам нужно найти, в этой книге очень много ценных вещей есть. Как выбрать идею? Какая идея пойдет дальше? Какая идея станет действительно причиной того, что вы можете создать бизнес, хороший бизнес на международном уровне? Давайте я чуть-чуть покажу свои бизнесы вам. Я смотрю, часто в Ютубе, соцсети, только таджики пишут. А у тебя самого бизнес есть? Только таджики пишут. Меня критикуют некоторые. Ты сначала научи на русском говорить. Только таджики пишут. Я сижу иногда думаю, мышление такое. Вместо того, чтобы вникать, что я рассказал, потому что мы привыкли ко всему недоверием относиться. Мы привыкли всех подозревать. شما همین حس کرده که گمونباری خلق توجیکا کپتوری گویتکو چپا میفهمه همین حس کرده که شما независимо это полезно или не полезно. Ко всему относится с осторожностью. Возможно, не знаю, от того, что много годами, наверное, страдали, что ли, наши предки или как-то, но такое сознание у нас формировалось. Ко всему недоверчиво относиться. Не знаю. Я покажу вам несколько моих бизнесов. Почему? Дай мне пульт, чтобы я показал, чтобы мне поняли, как эти формулы работают. Дай мне. Где? Я стал членом экспертов и писателей, спикеров Америки, ребята. Да. Я стал член Национальной ассоциации экспертов, писателей, спикеров Америки. Вы знаете, это большое достижение для таджика, который с села вышел потихонечку. Сын пастуха. И мой отец был пастух. И моя мама в колхозе работала. Я не стал успешным благодаря, что кто-то меня за ручку возил по карьерной лестнице госслужбы или где-то. Поэтому я верю, что поднять руки перед Аллахом и честный труд делает человека успешным. Честный труд. Я верю в этом. Знаете, у Чингиза Айтматова есть такая хорошая фраза. Путь в Вселенную начинается из села. Это очень величайшая мудрая фраза. Путь в Вселенную начинается из села. Как хорошо сказал, да? Это очень мудро сказано. Вот эта книга, которую я рассказываю вам, как стать миллионером территории СНГ, она до сих пор, находится в 6-м месте, то есть выходит на первый топ десятка книги по всей СНГ. Самым лучшим издательством России.
Вы представляете? Эти даты у меня, которые просто здесь есть. А на самом деле до сих пор на первый топ-10. Знаете, мне из издательства писали, сказали: Давлатов, ваша новая книга выходила у нас на первый топ-10. Представляете, это как круто. Среди 18 474 книг. Они мне сказали: вы выходите на первый топ 50 самых востребованных авторов на сегодняшний день. Вы знаете, когда вы в центре рождаетесь, а там развиваетесь, это намного проще. Когда из периферии добраться, это очень трудно. Потому что фамилия не Иванов. Я не шучу. Поверьте, это так. Мне Америке и других стран намного легче удалось попасть, чем в России быть более успешным. Потому что формировалось, что как будто просто на 10 балл тебе ниже балл дает от того, что ты просто таджик. Кто меня понял? Автоматом. Просто автоматически. Почему? Потому что люди привыкли видеть современного сегодняшнего таджика только базаре или черным работником. Такой портрет формировался, к сожалению. Я не знаю, почему так сложилась судьба нашего народа, но это факт. И нам придется, когда за пределы Таджикистана живем, постоянно придется доказать, что ты не верблюд. Знаете, почему этот фильм мы делали? Меня 6 режиссеров предлагали снимать мой фильм. Я Мухуддин предлагали, он был 6-й. Я Мухуддину сказал: вы снимайте этот фильм про меня. Почему я так хотел? 3 важные цели в этом фильме. Первый его был такой: стирать границы в сердцах людей, разные нации. Границы пусть будут на бумаге, но в сердцах людей она не должна быть. Понимаете, никому не интересует, ты кто по нации, если ты человек. Она не должна быть, когда вы достойный, мудрый личность. Она должна быть для можно формальности на бумагах, чтобы знать в земле, где живешь. Но она не должна быть в сознаниях и сердцах. Я хотел через этот фильм показать щедрости казахов. Понимаете, именно вот русская, щедрая душа русская, которая столько лет наш народ живет. Я так хотел, чтобы вот это показать, что действительно через этот фильм, потому что у меня огромное количество друзей и знакомых, близких во всех этих странах. Узбекистане, Кыргызстане, России и разных стран. Что когда ты человек, нация не имеет роль не играет. Не бывает плохой или хорошей нация, бывает плохой или хороший человек. А вторая вещь, что я хотел через этот фильм, я очень хотел, чтобы этот фильм стал как примером, как надежда, что да, любой человек способен изменить свою жизнь. Потому что такие, как я, много. Я не мог получать образование, 3 вуза бросил, не получилось, через много пришлось пройти, долги попали и так далее. В таких ситуациях могут попасть любой человек. Я очень хотел, чтобы этот фильм давал как источником вдохновения был. Третий. Я очень хотел, чтобы этот фильм сломало некие восприятия. Какое восприятие? Одно шаблон, который восприятие формировалось в голове других людей по поводу нашего народа. Нас автоматом воспринимают, что если ты таджик, значит ты грузчик, значит ты черный работник. И нам не платят, даже если мы хорошо умеем эту работу делать, не платят нам даже половина того, то, что на рынке стоит эта цена. Только потому, что ты таджик. Думает, что он все равно не поймет. Все равно он некачественно делает. Так и думает. Я так хотел, чтобы этот фильм стал причиной, чтобы какой-то, по крайней мере, немножечко повлиял на это восприятие. Одно восприятие со стороны посторонних людей по отношению к нам. А второй шаблон формировался в голове нашего народа. Поверьте, любого нашего народа спросите в аэропорту, куда ты едешь? Россия. На что? На работу. Кем будешь работать? Сразу озвучу, что надеюсь, что найду работу. А кем будешь работать? Кого ты будешь искать там? Он что скажет вам? Стройка, наверное, базары, наверное. Вот так.
Он еще туда не поехал, здесь делает намерение, чтобы попасть туда. Потому что он думает, что другое не могу найти, кем я могу другому работать. Я очень хочу, чтобы этот шаблон изменился. Потому что я больше не хочу, чтобы мой народ работал черным работником. Понимаете? Возможно, вам это не видно, поскольку вы дома живете. Это правда. Вы это не видите. Живите немножко по ночам, проводите в границах, в холоде. И немножко посмотрите, как люди наши живут за пределы этого страны. И вы меня хорошо поймете. Мы знаем, что один из основной часть бюджета Таджикистана была деньги, которые мигранты отправляли. Даже если вы здесь в бизнесе держите, этот бизнес жил за счет денег мигрантов, чтобы их родные покупали у вас что-то. Как они перестали деньги отправлять, у вас кризис. Так или нет? Так что, чузве бадардовара друзгор, тигаров сгоран на монакаров. Сади шерозе? Парахамон, судьба того мигранта и повлияет на вас, даже если вы дома сидите.